Ты откуда? Павлодар, Казахстан. У меня есть один единственный к тебе вопрос. Смотри, такой депутат Российской Федерации, как Федоров, Путин, Медведев, Жириновский заявляли, что Северный Казахстан – это исконно русские земли. Ты с ними согласен? Да? Да. Да. А Федорович... Потому что вот именно Павлодар и Павлодарская область, да, обратно же. Это Омская губерния, бывшая. Бывшая Омская губерния. Потому что, еще раз, оттолкнемся от того, что Екатерина II правила Российской Федерации. Так? Кем она правила? РФ это сейчас, а раньше было... Ну, короче, не суть. Ну, раньше она правила, да? И вот этот город, Павлодар, это был подарен Екатериной II сыну своему Павлу в дар. Поэтому и он называется Павлов дар. Так, хорошо. Теперь у меня к тебе такой вопрос. А то, что депутат Госдумы Российской Федерации Федоров заявил, что вот эти вот земли, да, Казахстана, они подарены Россией, Казахстану, и их нужно идти забирать. Вот, допустим, вот Российская Федерация пришла забирать эти земли. Что ты будешь делать? Знаете, тут уже будет такое, что политическое решение, да? То есть это сядут наш президент Касым-Жомарт Токаев, да, и сядут Путин и будут рассуждать. И нас это уже не коснется. Если скажут, что все, Павлодар это Российская Федерация, значит мы будем относиться к Российской Федерации. А ты как думаешь земли забирать? Ты что думаешь, что казахстанские земли просто так отдадут? Типа сядет Путин, сядет такой, ну ладно, короче, забирай, что уже тут делать? Ты думаешь, это так происходит? Они заключили в 2020 году, да, аренду этой земли на 75 лет. Они заключили аренду Байконура, да, ты имеешь в виду? Ты за него сейчас говоришь? Нет, вот именно, про Павлодар. У них было истечение срока Павлодара, да? Он не подарен, он находится в аренде у Казахстана. То есть ты хочешь сказать, что город Павлодар в аренде у Казахстана? Да. А Павлодар чья земля? Павлодар это российская земля, но он в аренде у Казахстана. А когда они заключили этот договор? В каком году? В 2020 год. В 2020 году Павлодар перешел в аренду Казахстану? Нет, он до этого был в аренде. Он до этого был в аренде 50 лет. Так я же тебя спрашиваю, Павлодар в каком году в аренду дали Казахстану? Я вам говорю, перезаключили договор. Он до этого был, получается, он уже более 100 лет находится в аренде у Казахстана. Ой, не 100 лет, меньше. Лет 75 он находится уже. Потому что первый срок было 25 лет, потом было 50 лет. В 2020 году... А можно как-то увидеть этот договор, почитать? Мне аж стало интересно, первый раз такое слышу. Нет, его в открытом доступе нету. Да хорошо, если такого договора нету в открытом доступе, так откуда у тебя такая информация? Историю надо учить, историю. И мы знаем, что у нас происходит и как у нас происходит. Ну, так я поняла, историю надо учить. Хорошо, так где ты это прочитал, что был заключен договор аренды Павлодара? Аренда Павлодара? Наша казахстанская Нева газета. И там написано было, что Павлодар в аренде? Да. Значит, получается, а когда аренда закончится, то, получается, Россия может спокойно забрать Павлодар. Да. В 2020 году уже заключили третий договор об аренде Павлодара. А какие еще города туда входят или только Павлодар? Павлодар и Павлодарская область. То есть город Экибастуз тоже, Аксу,
Экибастуз, это где ты сейчас находишься? Я нахожусь в Павлодаре. А, ты в Павлодаре? В Павлодарском районе. Потом Катиры, Железинка. Слышишь, а как тебя зовут? Сергей. Ну, ты же там с кем-то находишься, или девушка твоя, кто это там? У меня дядька сидит и братишка сидит. Ну, дядька и братишка, что они скажут? То же самое. То же самое они ответили. Понятно.